У нас остался последний раздел. И давайте мы посмотрим, что здесь у нас есть. В данном случае 468 на 60 это размер верхней части шапки. Вы видите вот этот вариант. Пока у нас размещена реклама, мы эту опцию включаем с помощью вот этой кнопки. И в таблицу кода мы вписываем флеш-код, который мы берем из флеш-программы. Если вы будете готовить рекламу, в данном случае вы можете воспользоваться флеш-программами. И именно этот код можете вписать в эту таблицу. С помощью Image URL вы прописываете в строке, сюда вставляете ссылку на медиафайл или флеш-файл. Ну а в строке Image Link Address впишите тот линк, куда будет переходить пользователь по рекламе. По этой вот рекламе, которая у нас вывешена теперь в шапке сайта. Вот вы видите эту рекламку. Следующая настройка касается отображения виджета в сайдбаре. Мы включим сейчас и сохраним эту опцию. Перезагрузим страничку. И теперь видим вот эту вот возможность просмотра в табличном виде. Сразу несколько пунктов. Это пункты статей, которые наиболее читаемы, самые популярные статьи. Далее мы увидим последние статьи, последние посты. Здесь будут комментарии и тут идут метки. Это последнее сообщение, комментарии к текстам, к постам и идут метки. Это мы уже говорили о наиболее читаемые посты сайта. Эти функции, о которых мы только что говорили, они включаются именно с помощью вот этой вот кнопочки. В контактных данных электронного адреса, я думаю, здесь ничего сложного нет. Пропишите свой электронный адрес, куда будут переходить ваши сообщения. В данном разделе вы впишите свои ссылки на Twitter. Понятно, что эти ссылки должны быть здесь. На Facebook, на YouTube. Эти социальные кнопочки, они отражаются вот таким образом. Вот они, эти кнопочки сверху. И чтобы перейти на ваши аккаунты, они должны вписаны вот как раз в эти вот строчки. И вы видите, что функции работы социальных кнопок, они включены. Enable, 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 Enable. Сохраняем. Следующий раздел – это раздел перевода. В данном случае я обычно делаю так. Беру, если я не знаю английского языка, я пользуюсь возможностями переводчика Google. Просто копирую это слово, readmo, иду в переводчик, вписываю и вижу, что здесь вот readmo более подробно. Но я перевел это дело на хакасский язык, на свой родной, и вписал по-своему. И таким образом каждое слово беру, иду в переводчик, если я не знаю английского языка, и прописываю. Если на сайте у вас будет много статей, тогда будет видно, что в данном случае есть предыдущие страницы, и эти настройки, эти переводы как раз они будут производиться именно в этих строках. Также сохраните свои данные с помощью кнопки Save. На этом мы завершаем наше краткое описание возможностей настройки этой темы. Но если у вас появятся вопросы, обратите внимание на следующую небольшую вот эту пиктограмму. Нажимаете на эту пиктограмму.
вы переходите на страницу помощи и можете с помощью автоматического перевода посмотреть настройки этой темы более подробно, разобраться в них, обратить внимание на те советы, которые здесь на сайте. Таким образом вы можете разобраться в настройках этой темы более подробно по пунктам. Они тут прописаны прямо в оглавлении. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Майнагашев.